Kafkaz ishwaguşama yğurşar Hayrama duney ishwaguşama itajji Teceli geryaşğura Adiga viskar şizogvar Orira orira К началу 1993 года в войне за независимость и свободу Абхазии произошел коренной перелом. Грузия полностью потеряла свою инициативу. Большая часть территории республики перешла под контроль абхазской армии. Впереди предстояло главное сражение, успешный исход которого поставил бы победную точку в противостоянии, длившемся более года. Израненной и пропитанной кровью земле Абхазии предстояло выдержать последнее испытание. У нас дела взять город Сухуми скорейшим образом. Мы готовимся к этому. Попытки взять город Сухум предпринимались неоднократно. Первое широкомасштабное наступление, развернутое в декабре 1992 года, закончилось неудачей. Безуспешным был и повторный штурм в марте 1993 года. Наступлению на Сухум предшествовали тяжелые бои за населенные пункты Шрома, Ахалшени, Сухумгэс и высоту Ахабьюк. Военная удача в этот раз была на стороне абхазской армии. Решающую роль в этих боях сыграли кабардинские группы Гены Карданова, Варитлова Салима, Шорова Муаеда и Яганова Ибрагима. И уже в июле 1993 года абхазские войска заняли все стратегически важные позиции, открывающие путь на столицу Абхазии. Стремительное наступление абхазской армии вынудило грузинское руководство заключить очередное мирное соглашение, посредником которого выступила Россия. По условиям договора Грузия взяла обязательство вывести войска из республики и создать совместное правительство. Кому надо 545? Это было непонятно еще. Могло ситуация такая оказаться, что Абхазия просто будет поделена на две половины. Говорится, кто чем владел на тот момент, тот с тем и останется. Но нас это не устраивало по одной простой причине. В тылу-то находился Ткварчель. Там столько людей, это Восточный фронт, целый регион Абхазии. Но в очередной раз условия перемирия не были выполнены. Несоблюдение условий договора вынудило военное руководство Абхазии разработать план наступления на Сухум, который стал неожиданностью не только для Грузии, но и для самих абхазов. Военная операция по освобождению столицы Абхазии, разработанная министром обороны Султаном Сосналиевым и начальником генерального штаба Дбаром, была впоследствии высоко оценена военными специалистами как России, так и Запада. Потомок княжеского рода, летчик-испытатель советских вооруженных сил, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, прибыл в Абхазию уже на второй день после начала войны с первой группой кабардинских добровольцев. После того, как Сосналиев появился в Абхазии, он, наверное, знал, что он сможет изменить ход войны. До этого полный бардак в Абхазии был, полный бардак. А у Сосналиева был опыт, так как он служил в российской армии. Кадровый военный, он сразу же приступил к организации штаба обороны и организованного сопротивления. Собственно, создание боеспособных вооруженных сил Абхазии во многом личная заслуга генерала Сосналиева. Это имя в Абхазии произносится всегда с огромным уважением и почтением. Не случайно главком абхазской армии Владислав Ардзинба назначил начальником генерального штаба, а затем и министром обороны республики именно Султана Сосналиева. Для нас только один лозунг – смерть или победа. Я думаю, Абхазия обретет свободу. Я думаю, ту кровь, которую пролили добровольцы, не называя национальности, она пролита не зря. Люди многие отдали жизнь. И для нас только одно – это победа. Адигажуалаж нас осажал. Адигажуалаж. Ему адигабзажу хапозушма куха влипухера позагон уликушхорн уже датхана задига мисим годат. Адигатли ушули гушхорнужа сашли гушхус обсожи сикой сили гушхону сили эхле сини бжавайли гуриза или гушхону софежи ули гушхону мес нет изажи эльбрус дили гушхука баден жсом мисоду добровольца бш дили гушхум саводаль Сосналиев Султан. Военный талант Султана Сосналиева, его изобретательная тактика, помноженная на самоотверженную храбрость абхазов и добровольцев Северного Кавказа, безусловно, определил успешный исход операции.
Наступление началось 16 сентября. Осень 1993 года. В ходе освобождения Сухума абхазская армия уничтожила 12-тысячный второй армейский корпус Министерства обороны Грузии, военизированные отряды Мхидриони, силы МВД Грузии, вооруженные отряды местного грузинского населения. В те дни Кабардино-Балкария потеряла еще 4 добровольцев. В боях за столицу Абхазии погибли Алим Абазов, Анзор Аджиев, Евгений Мельниченко, Арсен Ифендиев. Готовы были жизнь задать. Главное сохранить свою честь. Лучше умереть, но с честью, чем жизнь бесславная. Это то, что наши предки всю жизнь говорили. Ключевой момент, обозначивший окончательную победу в битве за Сухум, это, безусловно, штурм здания Совета Министров 27 сентября 1993 года. С раннего утра, подавляя сопротивление грузинской армии, подразделения абхазских вооруженных сил пробивались к главному зданию столицы. Около 9 часов утра разведгруппе Моэда Шорова, находившейся на улице, примыкающей к площади Совета Министров, сообщили по рации о том, что Совмин взят. Мы вчера здесь сидели ночью прямо перед носом у Совмина. Без ничего, что Совмин взяли, что ли? Добровольцы спокойно и открыто направились к зданию Совмина. Само собой расслабились, вся команда, наша группа расслабилась. На улицу вышли, из-за угла вышли, на центральную улицу вышли, на проспект. А все равно Моэд говорит, не надо скоплением идти. Тишина и отсутствие каких-либо следов штурма настораживали. Некоторые ребята перешли на правую сторону, а мы с левой стороны шли. И до Совмина оставалось где-то примерно метров 200-250, открылся шквальный огонь. Сомнений не было. Информация о взятии Совмина была ложной. А мы на ладошке у них. И кто куда, кто через окна в дома, кто через ворота. Мы до прокуратуры дошли, дверь вынесли прикладами там и забежали туда. Невозможно было вообще находиться на этой улице. Эти кадры сняты за несколько минут до начала атаки. Зашли, а там корзина, полный орех. И окурок даже не успели потушить. И телефонная трубка была снята с телефона на первом этаже, где дежурка. Здание Совмина обороняли около 30 наемников из украинской националистической организации и почти 130 человек спецназа из охраны Эдуарда Шеварднадзе и членов оккупационного правительства. Артур Кармуков с открытой площадки точным выстрелом из РПГ вывел бронемашину из строя, но и грузинский снайпер не промахнулся. Более получаса бой шел уже за то, чтобы вынести Артура из-под обстрела. Султан Алакаев смог отправить раненого товарища в санчасть, но довести, к сожалению, не успел. Пуля оказалась отравленной. Артур Кармуков умер. Через 4 часа в одном из окон выбросили белое полотенце. Навстречу представителю грузинской стороны вышли Моэд Шоров и Анатолий Шихалиев. Да, война, да, потери друзей, да, страшно. Но с одной стороны, гордость, что первым в составе абхазской армии туда прорвались кабардинская группа Шорова Моэда, что им сдался председатель правительства, оккупационного правительства Шартава, здание Совмина. Для нас это Рейхстага, взятие Рейхстага. Азамат Хагажеев и Аслан Абаев подняли над Совмином знамена победы. Пробитые пулями черкесский флаг и государственный флаг Абхазии возвестили всему миру о справедливом исходе этой войны.
Можно сказать, Сергей, что с взятием Совмина, что война на этом закончилась. Это решающий момент. Приветствую Кабарду. Приветствую Абхазию. Мир. Такие вылазки бывали. 10 минут отстреляться и 5 минут уходить. Вот за эти 15 минут уже потом уже мы узнаем уже по телевидению, там уже всегда же говорят, что случилось, где что погибли, туда-сюда. 60 человек там только со стороны грузин погибло. И с нашей стороны один раненый. Я 100% был уверен, что мы победим. Потому что находились действительно мужики, которые рожденные для войны. Дай бог, чтобы не было войны, но это были действительно рожденные для войны воины. Это были смелые, воспитанные люди. Никогда не сомневался и по сей день я в них не сомневаюсь. Такого не было, чтобы кто-то убежал. Я не могу сейчас, если было, чтобы не было сказать. Но такого не было, чтобы кто-то убежал. Или не нашли на том месте, где его надо было найти. Участие в военных действиях отрядов кабардинских добровольцев без преувеличения в немалой степени повлияло на исход всей абхазской кампании. Да, в любую секунду мы будем готовы. Через 3 дня после штурма Совмина, 30 сентября 1993 года, передовые силы наступавшей абхазской армии достигли границы на реке Ингур. Это был полный разгром грузинской армии. Территория Абхазии была полностью освобождена. Каждый, который там житель был, он готов был умереть, но не отдать ее. А тем более, которые приехали добровольцы туда, у них и сразу и дух поднялся, когда братья приехали, чеченцы приехали, осетины приехали, кабардинцы, адыгейцы, казаки, пожалуйста, вот казаки воевали, хорошо воевали. Представьте, без столько людей помогать приехали. Наши братья откликнулись на нашу беду. Она стала бедой общей для всех наших братьев. Вот тогда мы воочию на самом деле почувствовали на себе плечо нашего брата. Я всегда вот как родных братьев, вот как будто мы всю жизнь вместе находились, вот так я их встретил, и так мы до конца были. Никогда у нас не было там ты такой или ты такой, там, или ты с севера, ты с юга. Мы вот как родные, как братья вот так общались. До сегодняшнего дня Абхазия удивляется мужеству, великому терпению родителей. Абсолютно при людях не показывали огромную боль, которая была в их сердце. Самое главное, обществом выльпуркапсу хатмара. Выльпуркапсу. Более года длилась эта война. Тысячи жизней с обеих сторон стали платой за политическую близорукость и авантюризм грузинских властей. На долгие годы некогда богатая и процветающая Грузия погрязла в пучине военного противостояния, территориальной раздробленности, межнациональных и политических конфликтов. Идеологическая обработка для части грузинского населения привела людей в ряды грузинской армии, исполненная безрассудной готовности стрелять в своих соседей, своих сограждан. Светло, дорогой. Максим Николаевич, по глупости приехал сюда. Куда ты приезжаешь?
Зачем ты приезжаешь сюда? Ну я к черту. Не разбирая ни детей, ни стариков, ни женщин, убивали всех подряд, шли к своей цели, вот захватить Абхазию. Ну, человек, который воюет за свою землю, и человек, который хочет другую землю взять, наверное, разница есть. Я думаю, что есть. Поэтому вот мы решились тоже помочь. Не только я сам лично считаю, мы все здесь считаем, наша обязанность, наш долг здесь помочь абхазскому народу. Это общий дом наш, друзья мои. Поэтому люди всех национальностей, выступая на телевизоре, везде, обращаются к своим нациям, к своим народу. Чего вы ждете? Абхазия в тяжелом положении. Люди защищают свою землю, свою родину. У любого человека не может не вызывать уважения. Тогда, в сентябре 1993 года, был сделан первый и самый трудный шаг на долгом пути становления независимого государства Абхазии. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Стара истина и безупречно. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Спустя долгие 15 лет, отстояв свое право на свободу и самоопределение с оружием в руках, пережив нелегкие годы в разрушенной войной республике, Абхазия наконец дождалась признания своей независимости.